Народная мудрость гласит: «Хлеб всему голова». Во все времена хлеб был важнейшим продуктом питания, и люди относились к нему по-особому. Хлеб – это благо, которое сравнивают с золотом, с солнцем и с самой жизнью. Каждый день мы покупаем и едим хлеб, но редко задумываемся о том, как он появился, какую роль играл в жизни человека на протяжении столетий. И недаром его называют еще матушкой-кормилицей, и он сопровождал человечество практически с момента его появления. ده القرآن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هاي إيمان دل النخ دالشين دل خيل دوش دولش تندل حانو دو رزق نخ دالش الله أت دل خستم بيلش دل شكر ديلش شو دل عبادة شو دل ديش دلح أز دل خستم بيلش دالة وين دل دولش دولش نعمة دوش همنا خستم بر دالة ادل نقوين سولت حق أت دوشهم نخ دالة وين دل خيل دوش دولش نعمة يخدوق بيغمر عليه الصلاة والسلام قست حق دينا بيبig بيبig تخن وين ديش قاج أخلش صنخ وين نيت أخلش دال وين دل دوق نعمة دوئز أتن ليرن برتس سوت يحدال شكر درتي وين بيغمر عليه الصلاة والسلام بيلقى دعتن عائشة ديتن دوش حديث يح بيغمر الله عليه الصلاة والسلام أكرموا الخبز أل بيبكي ليرن بيلش أل تعشيك ويات وين ما خأر همن ويليرن بيش خيناح سيسا زولش متي واحد سقوسر بيوخش متي واحد سقوسر اكوك سباح قرب نخشت اتسقوسر تنخ ليرن خلي خأوين حكرر واحد يسش تنك دا حجد يحقيت بيوخ فيات تن كرة لقين دعوة خر إدال خستن برخدوتي إدال شكر برخدوتي خأوين هند ألش فيهمر عليه الصلاة والسلام وحي يشغل شو لأن حقيت المختوات أنين دعكال نتوى إشت أز دال دلخل دوشتوش ويدقش نعمة بيبك ويكرر واحد وجه قيلهم واحد وجه حقيت المختوات دعتنين إدعكال لره أز دال شكر برخدوتي Чудо-хлеб. Он как основной источник питания, содержащий практически все необходимые вещества, которые необходимы для жизни. И поэтому ценность хлеба неоценима. Горсть зерна совершает долгий путь, пока хлеб попадет к нам на стол. Начиная от источника до выпечки, над этим чудом трудится много людей, и каждый, кто к нему прикасается, вкладывает частичку себя, своей души и фантазии. Но проросшая пшеница, 7 злаков. Это булочка, да? Это хлеб. Он диетически полезный хлеб. Проросшая пшеница. Он же дикмаяевый, полезный. Черный батончик еще женой. Торша кукурузный и захар. Перец, паприка, томаты, ложь, батончик еще. Первый местный ахаду, мож ахаду, нефть систолью, покачивал, чеснок, зелень, оливковое масло, чодик чамбуш, пойдем. Харкалбат, вайбей, штуфаночек, черный кукурузный, чодик чамбуш, кукурузные батончики. Хлеб появился более 15 тысяч лет назад до нашей эры, когда человечество находилось на первобытной стадии своего развития. Люди сначала ели зерна диких злаковых культур сырыми, а потом научились сами выращивать нужные им растения и готовить из зерен кашу, растирать их в порошок и смешивать с водой. Затем появился и прообраз нынешнего хлеба – лепешка.
можно назвать единственным продуктом, у которого нет конкуренции. Он не надоедает, это одно из его уникальных свойств. Он сочетается абсолютно со всеми продуктами питания, что есть на Земле. Хлеб, как отдельная отрасль, широко развита во всем мире. В нашей республике его производством занимаются как государственные заводы, так и частные предприниматели. На прилавках мы можем увидеть широкий ассортимент хлебной продукции, также из смеси ржаной и пшеничной муки с использованием местного сырья. И это результат усилий наших пекарей. Хлеб – это такая ценность, которой, вот, наверное, у него нет даже, как говорится, измерения. Да? Хлеб – это продукт, который составляет насущную пищу всего человеческого рода. Сегодня хлеб – это он является как членом семьи, да, каждого семьи. С хлеба мы начинаем утро, с хлеба мы и заканчиваем вечер, да, и ждем наступления следующего дня. Уважение к хлебу надо возрождать. Я никогда не забуду, как мама, бабушка рассказывали, когда в Казахстане они мечтали, мама была ребенком совсем, и я никогда не забуду, как она плакала и рассказывала, и учила нас относиться с уважением к каждой крошке, как они мечтали, поедая вот эти кожуру картофельную, месяцами мечтали о крошке хлеба. И это нельзя забывать. Сегодня почему-то о многих вещах говорят, многое становится приоритетным, но я бы хотела обратить внимание на этот хлеб, на здоровый продукт, на хлеб, который надо производить тщательно, отбирая и зерно, и пшеницу, и муку, и злаки, которые приносят пользу реальную. По словам директора Лиги пекарей и кондитеров Чеченской Республики, объединение, которое состоялось в 2011 году, было создано с целью развития хлебобулочной промышленности в регионе. И на сегодняшний день, с учетом потребностей рынка и населения, Лигой производится более 30 видов хлебной продукции, 26 сдобной и около 30 видов кондитерских изделий. Началось с того, что у нас было 2, 3, 4, 5 производителей, дальше больше, участие в выставках, победы в выставках, взаимообмен какой-то опытом, какими-то знаниями, рецептами, технологиями. И я поняла, насколько востребована тема хлебопекарной продукции на любом уровне, то есть от маленького какого-то производства домашнего, заканчивая крупными хлебозаводами. Сколь важны эти знания. Мы свою деятельность ведем уже 2 года, сотрудничаем с лучшими компаниями, российскими, европейскими. Что это нам дает? Это дает нам участие в крупнейших выставках, не только российских, но и международных. Возможность выезжать, показывать свою продукцию, видеть ту продукцию лучшую, которую привозят из-за границы, там какие-то крупные заводы. А участие в выставках, иногда это может показаться легкомысленно, да зачем это, да, но это необходимо, потому что это триумф твоей продукции, когда люди подходят, говорят спасибо за ту или иную изделие, за то или иное. Это замечательно, вы понимаете, что вы занимаетесь настоящим делом. Особое внимание технологи Лиги уделяют здоровью детей, создавая витаминные хлеба для школьников, а также востребованная продукция, обогащенная здоровыми компонентами для спортсменов и для людей, страдающими сахарным диабетом. Кукурузную тему мы очень любим, мы ее разрабатываем, у нас 6-7 видов только на основе вот этой кукурузной, очень полезной муки изделия. И с тыквенными семечками это чистый диабетический продукт, который и полезен, и показан. Есть такой хлеб еще у нас для детей, переменка, куда входят, я говорю об этом уже не первый раз, 4 самых необходимых таких активных витаминных комплексов, значит, из белков, железа, кальций, фосфор. Это то, что нужно, необходимо просто ребенку для развития. И если везде в школах ввести вот такой продукт,
уже через 3 месяца, это уже доказано, внедряется такой хлеб в Сочи, на Ставрополе. Через 3 месяца видна динамика, то есть улучшение здоровья ребенка. И это реально, потому что медики, то есть медицинские учреждения проводят какой-то мониторинг до потребления этого продукта и после. И динамика очень активно выявляется после потребления 3 месяцев. То есть 50 грамм этого хлеба дает суточную норму необходимых витаминов. И вы понимаете, получать витамины не через пилюли, а через самый потребляемый продукт, через хлеб. По-моему, это очень неплохо. Пшеничное зерно – продукт уникальный. В нем содержатся витамины А, В, Е, Ф, а также минеральные вещества магний, медь, цинк, кобальт, селен, натрий, хлор, фтор, кремний, марганец, калий, йод, сера. Практически вся таблица Менделеева. В Министерстве сельского хозяйства нашей республики разработана программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в которую входит реконструкция предприятий и заводов, а также стимулирование роста продукции, выпускаемой с помощью высоких технологий. Сегодня восстановлены эти предприятия в черте города. Это хлебозавод номер 3. А сейчас восстановлены предприятия в Курчаловском районе, Веденском районе. И дальше, значит, согласно республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и прочее, разработаны на 2013-2020 годы, предусмотрено дальнейшее расширение госхлебозаводов, ГУПов. Это, значит, в первую очередь идет Урус-Мартановские хлебозаводы, а также Гудермесский хлебозавод будет восстановлен, а также будут восстановлены наши хлебопекарные предприятия в горных районах. Кроме того, будет взято направление на создание национальных сортов. У нас раньше мы выпускали такие сорта, как терский хлеб, это наши местные разработки, хлеб горский, барт. То есть будет использование, допустим, чебрец. Будет использование наших природных, у нас очень много своих плодов, ягод и прочее, которые позволят разработать с учетом национального менталитета, что ни говори, каждый регион, у него свое направление, свои вкусы. Если в России больше любят ржаной хлеб, у нас немножко неправильное восприятие ржаного хлеба, мы едим больше ржаной хлеб, где идет содержание где-то 40% ржи, а пшеничного содержания больше идет. Вот. Чисто есть ржаной хлеб, это не для нашего региона. А мы, значит, сейчас будем использовать кукурузную муку, целебные свойства, которые мы знаем. То есть вот такие будут разработки идти. Сегодня на наших прилавках большое многообразие хлебобулочной продукции. Это результат усилий, как уже выше отметили, многих людей, труд которых мы с вами должны высоко ценить. Сегодня, идя в магазины, многие хотят выбрать хлеб свежий и мягкий, но есть и тот, который знает, что был и другой, тяжелый и жесткий, помнит эталоны на хлеб и бессонные очереди за ним, и который не раз изведал чувство голода. И от незнания всего этого, к сожалению, сегодня мы можем увидеть хлеб под ногами, выброшенный на улицу или в мусорном баке. Сун ихал вайдайш мабарцун хама беш сидеш узбепик дацакыш хыз иманча ибепик лилдер дюх асокортиш кабузудаш темболи. Например, собирать мусор ящик, хастам бутыхон, что-то халул и нагадис сандала, да, цаюш ладай, цюн сида диз, кегичара диз, даккачара диз. تخنا وي بقي شار سبريق دعبوخين خيل شار خيل قميل ديش لدي نوي أتاق لديوش خينا بعرق شو خي خوش ديلح أقل حلق ديلين دوشتو دقر حقور دويت دقرم دويتر داتر وزلت دق بيبك خردريت يح الله إشت بالني عبيحكن بقوي ناخ تخن تيرن شين سن خنبخ أريتر شكر دخ أريتر وين حيوخ اقتار إز هنز تقوش دول جوار مثلا وين أتارن وين شكر دا تعام دح تدوخشل زمن شح دال إبركت وين مله توردتي ال ويل يلا ضخم دو إز خيل قيج
قيل بتش حلق شكاح تخن دا بيبك دوش ليش أدم دو يحاتجيج تخن خنبة تخا وين تخن صنديل دال وين مرخي بوتبلين مرخ نش قابر هوند بلين خيل بيبك دا دوش يا هم يوش متلوش بول ناخن دا شورت دا هم دولش بولش ناخن إيش دق بحكيت خنبيت أتون تح قويت وين دال أتون خنبة بيش خلر شورت ويتيني تحن ويدوز دوز يحقيت يشيوش ويليلش زامن شو أد زامن شو قيش متح دا هم أدوش مثل عش ويبصل يجري بوي خيش خنبة دوق دوغر دونيخ أوغ ويدخل ورش دال وين ديل دوش توش نعمة وين نيت ميل قوش أدمي نيت ميل قوش خنبة دال بور بلويل وين أز دال دم ديال شكر ويتقى أدنيت قوش ورباتح ويدخل ورش دال نيس دايل وين. Каждый человек взрослеет по-своему. Кому-то требуются на это годы, кому-то достаточно мига. Но есть одна истина, и она вечна. Хлеб – великая ценность человечества.